Абу Саид аль-Худри рассказывает такую историю. Однажды, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, раздавал имущество, к нему подошел один человек. Этого человека звали Зуль-Хувайсира. И он обратился к нему с такими словами: «Я Мухаммад, и'адиль я Мухаммад». То есть, будь справедлив. То есть, он упрекнул посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в том, что якобы он, посланник Аллаха, раздавал имущество несправедливо. И поэтому он ему насихат дал: будь справедлив, я Мухаммад. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: горе тебе! Кто же может быть справедливым после меня, если я не буду справедливым? Кто может на этой земле проявить справедливость, если я, посланник Аллаха, не могу проявить справедливость? Вот, дорогие братья, этот человек, Зуль-Хувайсира, он искал по жизни справедливость. И это не есть плохо, потому что справедливость – это есть основа религии. Всевышний в Коране сказал: «И'адилю», будьте справедливыми, «Хуа акрабу литтаква», и эта справедливость, она ближе к богобоязненности. Поэтому в основе шариатских канонов, в основе всех наших отношений лежит что? Справедливость. И все, что противоречит справедливости, все запретно в исламе. Поэтому возьмите основу запретов. Даже самый величайший грех является самой величайшей несправедливостью. Ширк. «Ля тушрик билляхи». Аллах сказал: не предавай Аллаха никого в сотоварищи. «Инна ширка ля зульмун азим». Воистину ширк является величайшей несправедливостью. Когда как Аллах является Творцом всего, Аллах заботится о нас каждую секунду, каждое мгновение. Только Аллах нас кормит, поет, одевает. Аллах принимает наши дуа. Аллах оберегает нас, защищает нас. И вот этот раб, он ищет для себя другое божество и поклоняется ему. Это и есть величайшая несправедливость. Поэтому справедливость в исламе – это в первую очередь. Но этот человек в поисках справедливости, он не смог найти ее даже в посланнике Аллаха, которого Аллах выбрал посланником для всех миров. И он сказал: будь справедливым, я Мухаммад. И, дорогие братья, сегодня на земле очень много людей, которые определяют для себя свою истину, веруют в эту истину, а затем начинают враждовать с теми, в которых не видят эту истину. Вот эту свою истину. Они начинают враждовать с ними. Мы помним, лет 15, может быть, назад, вот во время хутбы, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если услышите одного брата, который разговаривает во время хутбы, если вы ему скажете не разговаривай, то даже у вас намаз не примется. Вот кто-то по телефону разговаривает во время хутбы. Я сколько раз это видел. Кто-то там, брат подходит, сам опоздал, да, потом здоровается: как дела, брат, тут хутба идет. У вас все, у вас намаза нет. Вы играете с огнем. Даже тот, кто сказал не разговаривай, даже у него все, намаза нет, не примется. И мы помним, лет 15 назад вставали наши братья тахрировцы,
Мы их братьями называем, мы их не выводим за рамки ислама, мы милосердны. И это очень важный момент. И они говорили: имам, ты что, сказки тут всем рассказываешь? Да? Надо истину всем говорить. Будь справедливый, мой имам. Мы помним еще эти моменты. Альхамдулилля. И сколько наущений после этих слов внушает Иблис в сердца людей, которые сидят там. Они же говорят: так он же сейчас аят привел. Он же только что хадис привел. Так он же что-то правильное говорит. Значит, есть какая-то проблема. Поэтому, дорогие братья, остерегайтесь козней, хитростей, уловок шайтана. И ищите защиты от его наущений у Аллаха. Как много тех, кого шайтан, обманывая разными способами, ведет с собой в огонь. Ученые, Ахлю сунна валь джамаа, наши величайшие ученые, пишут, что шайтан проникает в сердца людей и отводит их от пути истины, использует две двери. Это основные две двери. То есть шайтан всегда думает, через какие двери войти в сердце, поразить сердце верующего. Первое – это дверь шахават. Ученые говорят, первая дверь – это дверь страстей. Что такое страсть? В каждом из нас сидит мое большое «я», вот этот нефс. И Аллах пожелал так во всем мудрость, милость Аллаха. Аллах пожелал так, что каждый нефс обладает набором, не одной, набором желаний и страстей. Каждый любит поесть. Кто из нас не любит поесть? Да? Не всех, может быть, это получается. Попить, любит красивую, комфортную жизнь, любит удовольствие. И Иблис всегда изучает эти двери. Он изучает наши предпочтения. У кого какая слабость? У кого-то еда, у кого-то сон, у кого-то женщины, у кого-то богатство, у кого-то тщеславие, самообольщение и так далее, и так далее. Поэтому кого-то шайтан через дверь страстей завлекает богатством. Он ничего, кроме денег, не видит. Кого-то он завлекает женщинами. Кто-то является рабом женщин. Да? Кому-то он крутит голову властью, карьерой. Вот он придумал себе божество. Да? Все, для него только вот власть. Он может любого друга затоптать, может брата предать, но главное, ему нужна власть, карьера. Хотя никто не говорит, что ни власть, ни карьера это не запретно, это халяль. И женщины халяль, и богатство халяль. Но это наша страсть, это наша слабость. И вот эти слабости он знает, изучает и проникает в наши сердца через это. Вторая дверь. Ученые говорят, это шубухат. Первая – это шахават, страсти. Вторая дверь – шубухат. Это сомнения. Есть ряд людей, которых тяжело обмануть богатством. Машалла, он такой захид. Нет, ему там сколько ни говори про деньги, ему это не интересно. Расскажешь им про женщин, тоже не очень интересно. Да, и мне жена есть там, дома ждет, все нормально. Ему тема женщин не интересна. Про карьеру, про власть ему тоже не скажешь. Но это не значит, что двери для шайтана тут закрыты. Вот здесь шайтан начинает вносить в душу человека фитну, сомнения, и он начинает ему показывать религию в искаженном виде. То есть, да, это искренний человек, да, это набожный человек. Он не предается развлечениям, удовольствиям земным. Все, у него искренность, довольство к Аллаху. Но это не значит, дорогие братья, что шайтан его оставляет. Ладно, с тобой делать нечего, иди в рай. Он никогда так не скажет. Иблис сделает все, чтобы проникнуть в его сердце через дверь шубухат. Сомнений. И он использует его набожность,
его стремление к довольству Аллаха для того, чтобы направить его по ложному пути. То есть идти к довольству Аллаха он все равно будет, но не по тому пути. Он направляет его по ложному пути. И вот здесь появляется путь чрезмерности. Здесь появляется путь фанатизма, против которого всегда выступает и выступал, и будет выступать ислам. Появляется в сердце агрессия, появляется в сердце жестокость, и, что нужно заметить, не только по отношению к братьям, к другим людям, да, появляется жестокость даже по отношению к себе. Он даже себя не жалеет, не то что других. И вот здесь мы видим профессионализм шайтана. То есть те силы и стремления, которые имеет раб, он поворачивает против него. Раб думает, что он идет к довольству Аллаха, а на самом деле он идет к гневу и наказанию Всевышнего. И вот это явление в исламе ученые называют аль-гулю. Гулю, то есть чрезмерность, когда человек выходит за границы истины. За границы истины. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он предостерегал, одинаково предостерегал, как от пренебрежения канонами ислама. А кто-то не хочет 5 намазов читать. Он пренебрегал этим. Пренебрегает. Пророк предостерегал. Каждый раз говорил, намаз нам. Кто-то спокойно нарушает границы Аллаха. Посланник Аллаха предостерегал и призывал такву, но в то же время пророк, алейхиссаляту вассалям, предостерегал от невежественной эмоциональности, от чрезмерности, которая ведет к выходу за границы канонов Аллаха. И поэтому пророк саллаллаху сказал: остерегайтесь чрезмерности в религии. И поистине тех, кто был до вас, погубило ничто иное, как чрезмерность в их религии. Этот хадис в сборниках имама Ахмада. Что же такое гулю, чрезмерность? Чрезмерность, дорогие братья, гулю – это чрезмерность в действии, отступление от серединности и умеренности в крайность. Вот что такое истина? Ученые говорят, истина – это то, что находится между тафритом, тафрит – это упущение, вот ты не дошел, да? И между ифратом, то есть это уже чрезмерность, ты перешел, уже все, он давно уже перешел это. Вот между ними, между тафритом и ифратом лежит истина. И вот это правило, дорогие братья, касается абсолютно всех сфер жизни. Вот даже в обыденной жизни. Что-то можно не доделать, а что-то можно переделать. Так ведь? И оба они наносят нам вред. На заводе, когда мастер собирает, специалист собирает машины, болт можно не докрутить. И это сломает механизм, это может принести вред человеку, который купит эту машину. Но в то же время можно здесь болт перекрутить и сорвать резьбу. Оба момента нам не нужны. Значит, человек должен быть специалистом. Он должен изучить это правильно. Когда двигатель, моторист ставит головку, можно перетянуть, можно не дотянуть. И тут плохо, и там плохо. Поэтому человек должен быть специалистом. Повар может не досолить, а может пересолить. Недосоленный суп, он невкусный. Пересоленный тоже невкусный. Поэтому везде нужна середина. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не чрезмерствуйте в смехе. То есть смеяться можно. Пророк смеялся, сподвижники смеялись, Гумар смеялся, он иногда падал, да? Но чрезмерность не должна быть. Вся твоя жизнь, смех, хохот и хахай-михахай не должно быть. Нужна середина. И вот это правило касается и религии, и поклонения. Чрезмерность, оно всегда чревато вредными результатами. И сколько людей, которые поклоняются Аллаху
шайтан сбивает их с пути истины через эту дверь, гулю. И ученые, они в своих трудах подчеркивают следующий момент. Что бы Аллах не предписал рабам, любое предписание, да, намаз, пост, хадж, закат, благочестие к родителям и так далее, и так далее. Что бы Аллах не предписал людям, у шайтана готовы два варианта наущений. Васвася, два. Первый, раб или же должен недовыполнить это предписание. Он будет пренебрегать этим, делать упущение. Или же он должен это перевыполнить. То есть он должен перескочить через истину. Но никогда он не должен это делать так, как было ему велено. Вот это и есть методика шайтана. Поэтому Всевышний сказал: «Вакадалика джаальнакум умматан васата». Итак, мы сделали вас умматан васата, срединной общиной. То есть золотая середина должна быть во всем. И вот основная опасность, дорогие братья, вот этого гулю, чрезмерности, то, что это является искажением религии. Это бида, это новшество. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда предостерегал своих сподвижников от впадания в крайности, от ненужных затруднений. То есть иногда человек придумывает какую-то трудность, искренне придумывает, чтобы вот ему поклонение давалось намного труднее, сложнее, чем это дается обычно. Да? Пророк, алейхиссаляту вассалям, предостерегал от этой ерунды. Человек не должен заниматься этим. И в сборниках имама аль-Бухари однажды, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, читал хутбу, он увидел одного человека. Этот человек обещал Аллаху. Машаллах, это же обет Аллаху, это великое дело, это поклонение. Но он обещал Аллаху стоять под солнцем, не заходить в тень. Он обещал Аллаху стоять и не садиться. И он в это время Аллаху обещал еще поститься, не пить и не кушать. То есть он сам себе придумал вот эту трудность, искренне придумал и дал обет Аллаху. Когда он узнал об этом, он сказал: скажите ему, пусть... А он еще обещал не разговаривать, молчать. Еще одно обещание, да? Он стоит под солнцем, не садится, он не разговаривает ни с кем, он постится, не кушает. И он сказал: скажите ему, пусть разговаривает. Если он обещал не разговаривать, пусть разговаривает. Скажите ему, чтобы он зашел в тень, чтобы не стоял под солнцем. Скажите ему, чтобы он сел. А он же обещал стоять. Он сказал: пусть сядет и пусть завершит свой пост. То есть пусть он сделает, нарушит свой пост. Вот здесь тоже кто-то может сказать: так он же дал обет Аллаху. А пророк, саллаллаху алейхи, приказал нарушить ему это обещание. Потому что не нужно придумывать себе и другим бесполезные обещания и трудности. Второй момент. Сахих Муслим. Пророк, алейхиссаляту вассалям, увидел одного старика, которого сыновья вот так вели за руки. То есть старик не может ходить, ему тяжело, и вот так сыновья его ведут на намаз. И он спросил: а почему его мучают? Может быть, на коня его посадить, на осла? Зачем он мучается, пешком ходит, да? Ему сказали, что он обещал Аллаху ходить только пешком и не садиться верхом. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: Аллах не нуждается в том, чтобы он мучил себя, и приказал ему сесть верхом. То есть не нужно придумывать себе какие-то трудности. И вот из-за этой чрезмерности иногда, дорогие братья, мы столько людей отпугиваем от религии Аллаха. Очень часто мы, призывая людей к истине, да, у нас есть искренность, мы хотим, чтобы они были на пути рая, да, но мы начинаем не с того конца. Мы начинаем загружать людей такой информацией, которую они не могут переварить. Вот ребенок родился, ему дают грудное молоко. А что мучить-то грудным молоком? Давай бәлиш мы ему дадим.
А? Давай мы ему стейк дадим. Что, жалко, что ли, тебе твоему сыночку месячному, да? Мясо дай ему, корейку пожует. Нет, ему рано еще. Ему надо грудное молоко давать. И не больше. Так ведь? Вот здесь то же самое. Здесь то же самое. Людям нужно уметь давать правильно. Людям нужно давать то, что они готовы воспринимать. То, что ближе им. То, что ближе им. И пророк, алейхиссаляту вассалям, он отправлял проповедников по разным странам, по разным племенам, народам. И он говорил: радуйте людей, не отвращайте их. Когда вы придете куда-то, вы мусульманин, вы несете свет ислама, и люди спрашивают: а что это такое? Вот тогда радуйте их, не отвращайте их. Баширу, радуйте, валя тунафир, не отвращайте их. Облегчайте им жизнь, а не усложняйте. Кто-то приходит там в ислам, машаллах, сын, потом приходит домой. Они, все давай, а ты все давай, бабуль син гнахлы, сестренка, все, ты это такая. И все такие шарахаются. Что за религия, что за секта? Да? Поэтому, дорогие братья, нужно облегчать людям, а не усложнять. Этот хадис в сборниках имама Бухари и Муслима. И можно привести огромное количество примеров бытовых случаев, когда проявляется у нас гулю среди братьев. Пришел брат-мусульманин к брату-мусульманину, оба намаз читают, оба на джумга ходят. Тот приготовил ему мясо, шурпу, да. Он такой: а мясо точно халяль? Конечно, халяль, брат, я же мусульманин. А ты у кого покупаешь мясо? А он там все условия ля иляха илляллах выполняет. А? Или там у него акида, а у него какой масхаб там, или, а он сунны придерживается, там, наш или не наш. Поэтому таких случаев много, дорогие братья. Иногда мы под сенью возрождения сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям наделываем столько бед, когда уже люди начинают бояться этой сунны. Да, когда говорят: а вот он там, давай от него бежим, это за сунну он у нас. Это глупость. Иногда берут мнение одного своего шейха и начинают махать шашкой перед всей уммой. Один брат, захожу в мечеть, не в этой мечети, в другой имамом был. Смотрю, нигде нет четок. Я говорю: а где щетки? Тот брат встает: хазрат, я все выкинул. Все, нет четок больше. Я говорю: а зачем? А зачем ты так сделал, брат? Я не знаю, на самом деле, спрашиваю у него. Так это бидага, говорит. Бидага, надо на пальцах говорить. Я говорю: а кто тебе сказал, что это бидага? Хадис какой-то есть? Нет, один шейх сказал. Ладно, говорит, не один брат сказал. Один шейх сказал. Я говорю: а какой шейх? Он сам даже не знает. Ну, в Google помощь, да, нам? Я говорю: давай, брат, найдем мы этого шейха. Нашли мы этого шейха, который сказал: да, не по сунне это получается использовать четки. Я говорю: а вот тут еще 5 шейхов. Рядом 5 шейхов. Тоже неплохие. Но они все говорят, что не видим в этом никакой проблемы. Это как счет. Он для счета нужен, чтобы люди запоминали. Сподвижники камушки использовали в мешке, вот так, мешочки вот так доставали и зикр делали. Поэтому, а куда ты денешь этих шейхов? Он говорит: ладно, хазрат, сейчас схожу, за щетками принесу. То есть, вот это все, это наши отношения, дорогие братья. Нашел одного шейха и все, давай махать шашкой. Ты что, аминь, не кричишь? Я говорю: мы по ханафитскому, а мы по сунне. А я говорю: если имам, величайший имам уммы Абу Ханифа не по сунне шел, тут же речь не идет. Никто не говорит, не говорите аминь, братья. Все говорите, это сунна. Но есть мнение ученых, которые говорят, что пророк про себя говорил, и это предпочтительно. Есть мнения, которые говорят, что он вслух говорил. Поэтому никто не говорит, что не надо эту сунну делать. Делайте эту сунну. Но надо все правильно. Поэтому фикх, это есть такое правило: я на истине, но, быть может, я ошибаюсь. Ты ошибаешься, но, может быть, ты на истине. Поэтому нет такого железного правила. И, дорогие братья, вот эта чрезмерность, она губит наше братство. Она губит наше братство. И поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: погибли чрезмерно строгие. То есть он повторил это трижды. И имам Ан-Науави сказал: это те, которые впали в излишество и приступили к границе в своих словах и делах. То есть погибли. То есть он не просто губит других, он губит себя. Тот, кто берет себе в правило
вот эту строгость чрезмерная, ненужная строгость, он сам в один день выдыхается, устает и оставляет благие дела. Таких примеров среди братьев, к сожалению, очень-очень много. Поэтому, дорогие братья, мы должны быть на истине. И мы всегда во всем должны придерживаться знаний. Мы должны придерживаться мнений знающих людей, ни одного знающего. И прежде чем услышав что-то, вытаскивать шашку и всех рубить ради возрождения сунны, ты подойди к знающим, задай вопрос, спроси, ведь ты можешь причинить умме столько вреда, столько даже представители других религий не принесут. Вот возьмите тот же ИГИЛ. Сколько лет они работали, да? Отрабатывали? 3 лет, да? Но они принесли исламской умме столько вреда, сколько за 30 лет не смогли принести. Столько людей, которые смотрели вот на эти голливудские снимки, головы, да, когда там Аллаху Акбар, да, вот это слово Аллаху Акбар, это же величайшее слово Аллаху Акбар. Вот эта надпись «Ля иляха илляллах», это же самые великие слова. Но это оказалось на их флаге, и столько людей, они вместо того, чтобы прийти в ислам, приблизиться к истине, они наоборот начали уходить, начали покидать ислам, убегать от ислама. Поэтому, дорогие братья, мы несем ответственность перед Аллахом за наше знамя мусульманина. Мы несем ответственность перед нашей уммой. Поэтому пусть Аллах даст нам всем истину, пусть Аллах даст нам истинные знания, и пусть Аллах защитит нас от наущения шайтана. Раббым бізге бірдәмлік берсін, татулық берсін. Һәм Аллахының ризалығын алам деп наданлық белән адашуларга кіріп, Аллахның ачуына һәм газабына төшүдән Раббым безне үзе сакласын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим. Астагфируллах. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Еще одну минуту я у вас займу, дорогие братья. Прошу прощения за то, что сегодня я немножко подольше разговаривал. 2 недели назад я обратился и через наши социальные сети, и через этот минбар с просьбой помочь нашему одному уважаемому хазрату, имаму, который потерял дом после пожара. Да? Альхамдулилля, я вот от чистого сердца делаю дуа за всех. Я не знаю, кто там дал, кто собрал деньги. Да? Альхамдулилля, мы собрали чуть меньше 2 миллионов рублей. Альхамдулилля, вот хазратлар мында, они свидетели. Когда мы снимали даже вот это видео на Инстаграм, да, мы думали, давайте, я сам говорил, давайте 1200 соберем, иншаллах, бисмилля. И сколько поможем, да. Альхамдулилля, сегодня фундамент залили, стены, уже кирпич покупаем. И наша цель до зимы не просто закрыть крышу, иншаллах, чтобы они там жили. Поэтому с хазратом договорились, до зимы мы у него балыш кушаем, иншаллах. И это благодаря вот нашим братьям, сестрам. Вот вчера, да, вот сказали, по-моему, бабушка пришла, Аби Аллан Рахмат Яусын, она 70 000 рублей принесла. Вот дайте туда, говорит. Поэтому мы отвечаем за стройку полностью, за все расходы, иншаллах. Мы нашли строителей, все, хазрату, иншаллах, Аллах берса, будем строить дом. Аллан Рахмат Яусын, всем, кто участвовал в этом деле. Но вот на самом деле, Ильта Кырся, Кульвала, шлавит, вот это милость Аллаха, вот в нашем единстве, иншаллах, и мы можем больше Аллах берса.